Добрый день, меня зовут Капитонова Саина, ученица 7 класса Бердыгистянской гимназии. Тема функционирования имен прилагательных в рассказе Бежин-Лук Тургенева. Прилагательные – одни из самых употребительных частей речи. Исследование их роли в художественных текстах дают богатейший материал для выявления их выразительных возможностей. А исследование функционирования в произведениях конкретного автора имеет большое значение для понимания особенностей его творчества. Цель работы – выявление особенностей употребления имен прилагательных в рассказе Бежин-Лук, их семантики и выразительных возможностей. Гипотеза. Если исследовать функционирование прилагательных в рассказе, то можно выявить, с какой целью употребляют Тургенев прилагательные, постичь художественные особенности творчества писателя. Использовали методы сплошной выборки, анализ, классификация. Над темой начали работать в прошлом году. Узнали, что с 60-х годов XX века усилился интерес языковедов к семиологии. Академик Виноградов определил, что основой прилагательного является понятие качества. Выявил, что по семантике прилагательные крайне неоднородны. Особую группу прилагательных образуют перцептивные прилагательные. Перцептивные – психическое восприятие действительности органов чувств. Особенно семантики прилагательных лингвисты связывают с понятием синестезии. Синестетические восприятия реализуются 5 органами чувств. Для удобства работы в интернете скачали текст рассказа Тургенева. Из них выпустили предложения с различными прилагательными. Всего предложений 404. Из них с прилагательными 160. Мы классифицировали их по разным признакам. Небольшой рассказ содержит очень много различных лексико-семантических групп прилагательных. Качественных оказалось гораздо больше, 315. Мы выделили 14 семантических групп, обозначающих цвет, температуру, форму, вид, размер, параметр, внешность человека, их эмоциональные состояния и так далее. Относительно прилагательных 80. Прилагательные, обозначающие черты характера человека на основе классификации Виноградова. Прилагательные, обозначающие нравственные, моральные качества героев, отражающие их мыслительную, ментальную деятельность, раскрывающие психофизиологические, эмоциональные особенности состояния, связанные с индивидуально-личностными возрастными особенностями человека. Многочисленные группы составляют перцептивные прилагательные, раскрывающие особенности восприятия человеком окружающей действительности всеми органами чувств. Так мы обнаружили все известные группы перцептивных прилагательных: кинестетическое, слуховое, зрительное, температурное, тактильное, болевое и обоняние. Таким образом, мы увидели, что непревзойденный мастер создания пейзажей и портретов героев Тургенев использовал большое количество самых разных имен прилагательных в своем небольшом рассказе для создания образа природы человека, воссоздания особенностей восприятия и человека окружающего мира.